Оптимизация всех процессов работы исполнительной власти для удобства людей и минимизация затрат и времени на решение тех или иных процессов. Все это включает в себя проект «Эффективный регион». Он реализуется корпорацией «Росатом». К проекту присоединились 39 регионов страны, в том числе и Чувашия. Что в республике оптимизируется уже сейчас и чего удалось добиться в репортаже Дамира Хантимирова. Главная цель эффективного региона – создавать и внедрять проекты, которые помогут сократить время на процессы производства. Методы и практики по этому направлению уже активно используются в органах исполнительной власти Чувашии. В 3 раза сократился срок выдачи займов Фонда развития промышленности с 300 до 100 дней. С 52 до 41 дня планируют сократить время получения услуги по присвоению звания «Ветеран труда Чувашской Республики» и выдачу удостоверения. Подать заявление на зачисление ребенка в детсад можно будет за 10 минут. Раньше этот процесс занимал 40 минут. Всего в работу включились 26 муниципалитетов, а по итогам прошлого года инициировано 206 проектов и приняли участие более 1000 человек. По итогу года посчитали годовой эффект от реализуемых проектов. Это более 527 тысяч часов сэкономленного времени, так скажем. Нашли потери, неэффективное время, которое использовалось на ненужные операции, на какие-то процессы, которые не имеют ни смысла. Нашли эти потери, и порядка 88 миллионов рублей – это прямая экономия, которая у нас от реализации этих проектов образовалась. А значит, 88 миллионов рублей могут быть направлены на реальные дела – ремонт дорог, благоустройство дворов и детских площадок. Да в принципе можно придумать многое, даже в рамках проекта «Эффективный регион». Например, внедрение принципов бережливого производства. В 2022 году в республике планируется создать информационную платформу для проекта «Эффективный регион». Он станет базой, в которой будут собраны лучшие практики и образцы инструментов совместной работы. Также это будет справочник по республикам и областям. Дамир Хантимиров, Игорь Зверев, Республика.